Раз, два, три. Так, куда смотреть-то мне надо? Сюда. Наступил месяц март. Скоро будет говно таять у всех. Во всех регионах. Наверное, уже тает. А у нас как бы тут это самое совсем не тает. Сейчас. А у нас вот снега по пояс. Вот так вот мы тут живем. Вот. За это что, о чем говорит? О том, что пора менять масло в автомобиле. Вот я его и решил поменять. В общем, надо поменять масло. Сегодня съездил в магазин, прикупил ништячки. 113 фильтр. Масло. Салонный и воздушный фильтр. 3200 с чем-то. 3250 или 3240. Так, ну ладно, сейчас, короче, надо чуть-чуть поддомкратить и открутить пробочку сливную. Все, пока. Короче, я тут разглагольствовал, такие умные слова говорил, связанные предложения. Ой-ой-ой, все оторвалось. Надо как-то приделать на место. А куда дырка делась? Ух, вот так вот было, нифига себе. О, теперь, кстати, как раз видно. Берем, залазим. Вот он. Вот он. Головку я взял на 14. Она должна подойти. Так. Не главное. О, все. Процесс сейчас пойдет. Мне лень ее мыть, чтобы посмотреть, какое масло польется. Масло польется грязнючее, наверное. Я опять без перчаток. Как-то тяжеловато. Опа! Этот процесс мне больше не интересен. Надо вылезти, почистить бультик. А масляный фильтр где-то вот... Где-то здесь он находится. О, вот здесь-то. Берем новый чудеснейший фильтр. Изготовитель Fujita. Что тут? Corporation. С зелеными буковками. С наклеечкой. Вот, короче, такой фильтр буду ставить. Ладно, полез. Ну что ж, фильтр я успешно заменил. Ждем, пока полностью стечет масло. Закручиваем пробочку поддона. И заливаем новое свежее масло в мотор. Вот, короче, масло буду заливать вот это вот. Kix. Не знаю, видно, нет, G1, короче, 5.30. Стандартное масло. Всем. Ну вот как-то так. И коробочки вот симпатичные, да? Воздушный фильтр, допустим, купил. Салонный фильтр купил. Такая ламинированная, прям рассчитанная вот на тех, на молодых людей, наверное, которые любят все такое блестящее. О, моя прелесть. Да, и кстати, у меня опять отхлебнул датчик давления масла. Ну, то есть сдох опять. Это уже второй датчик на этой машине. Машиной я владею, получается, 2 года. 2 датчика, датчик на год. Благо они стоят недорого. Заехал в магазин. Вот прикупил датчик давления масла. Правда, написано все на, как они правильно называются, иероглифы. Да, что тут написано, вообще непонятно. Правда, нарисован динамометрический ключ. А какое усилие должно быть прилагаться, циферками не написано. Минималистичная упаковка. Стоит все это дело у нас в японце 533 рубля. Ну, а что поделаешь, вот так вот как-то получается. Самое прикольное сейчас щупать.
Ну так еще есть, судя по наклону канистры. Я думаю, хватит. Здесь все? Да. Канистру уберем. Ай. Ай. Я вот настолько ленивый, что мне лень из багажника достать крутилку, ручку домкрата. И я вот так вот. Вот так вот. Оно еще не стекло все полностью. Это все предварительные глазки, как говорится. Оно сейчас еще везде разойдется. Это все предварительно. Сейчас мы в районе верхней метки, вроде в районе максимума залили. Все, это как бы усредненно. И потом вот остатки, скорее всего, вечером туда долью. Любимое занятие автомобилиста. Анбоксинг, распаковка. Смотрим на коробочку. Внимательно. Хоп. Хоп. С хрустом. Хруст французской булки. Черт, больше ничего нету. Так. И как тебе открыть? Прям в пакетик ложить? Девственно чистый, воздушный, новый фильтр. Муха не сидели. На старом фильтре, не знаю, как это будет видно. Вот это получается нижняя сторона. Вот если вот так смотреть, нижняя сторона, она у него, как бы это сказать, глубже уходит, больше, короче говоря. Верхняя покороче, пониже. У него, у фильтра есть две вот такие вот выемки. На коробе воздушного фильтра, ну, соответственно, ответные части всего этого. Берете его вот так, коробку открываете, кладете, закрываете на защелке. Все. Ну что, жалко? А мне нет. Вот она побежала. А думал, всего-то булькнул. Ну вот оно, сейчас растечется и все. Ну так поприятнее просто. Ну что же, произведем эксперимент. Я выдернул пин. Вот оно, с датчикового масла. Ну вот так вот у меня все по-колхозному устроено. Сейчас попробуем новый датчик подсоединить и посмотреть. Вот вытаскиваю новый датчик, который мы замкнем и попробуем получить отсутствие давления. Я вот не знаю, масса нужна, скорее всего, наверное, нужна. Вот так вот здесь все стоит. И мы переходим в салон автомобиля и видим, что контрольная лампа давления у нас загорелась. В общем, сейчас выкручиваем старый датчик и закручиваем, соответственно, новый датчик. Никаких прокладочек здесь нет. Датчик. И новый датчик. А сейчас мы его будем тут кручу-верчу, одолеть хочу. И вот так вот. Ну, значит, в целом замена масла у нас удалась. По пути поменяли датчик давления масла. Вот так это все происходит. Как будто он не до конца закрутился. Ну, дальше рисковать. Масло не бежит? Не бежит. Сухо? Да, сухо. Появится? Подтяну. Так, ну вот еще, короче говоря, проверка всего этого, как все это получилось. Ключ. Блин. Защелкнулся. Кстати, если такое случилось, берете, вращаете руль и ключ поворачиваете. Я, например, раньше не знал. Давление, лампочка загорелась. Гаснет. Здравствуйте. Все отлично.
Все просто очугейно. Ну вот как-то так. Всем пока.